Всероссийская перепись населения подошла к концу. Данные собирали в течение месяца с 14 октября по 15 ноября в разных форматах. Это традиционный обход, заполнение анкеты в стационарном участке, электронный способ на портале госуслуг. До обработки и вычистки всех данных подводить в Росстате. Руководитель ведомства Павел Малков отметил, раньше на подведение итогов переписи уходило 3-4 года. Данные последнего анкетирования опубликуют уже в 2022. Сегодня стартовал второй этап переписи, свод данных и их обработка. Первые цифры появятся в январе. Эта перепись отличалась еще и тем, что проходила под пристальным вниманием и контролем общественности, в том числе с использованием социальных сетей. Такого раньше не было никогда, ни на одном мероприятии. К нам поступило 70 тысяч звонков на горячую линию. В социальных сетях было размещено более 650 тысяч постов, 665 тысяч постов на тему переписи населения, из которых 15 тысяч содержали критику. И вот Росстат работал тщательно с каждым таким постом, с негативными, с критическими комментариями, потому что, понятно, критика для нас – это фундамент, это основа для будущего развития. Ну вот, например, много сообщений было, что не пришел переписчик. Будем проверять. Возможно, не застал дома, может быть, не смог попасть на территорию, может быть, не дошел в силу каких-то других обстоятельств. И недобросовестно отнес. Тоже такое вполне возможно. Работы выполняли почти 270 тысяч переписчиков, помогали им волонтеры, больше 25 тысяч человек. Они информировали граждан, помогали зарегистрироваться в МФЦ на портале госуслуг и самостоятельно пройти перепись через этот ресурс. Главной отличительной чертой этой переписи Росстат назвал сложности, связанные с работой в условиях пандемии. Цитирую: «Само общение с гражданами было сложным, некоторые люди, особенно пожилые, боялись открывать двери, многим переписчикам приходилось переходить на общение по телефону».